В начале встречи руководитель субъекта отметил, что ставку в первую очередь надо делать на развитие олимпийских видов спорта и направить на это весь имеющийся ресурс. Здесь Юнусбек Евкуров высказал замечание министру спорта на отсутствие должного взаимодействия директоров спортивных федераций Ингушетии с их коллегами на всероссийском уровне. Глава дал указание создать в республике тренерский штаб по подготовке к предстоящим в 2020 году Олимпийским играм. Что будет по дзюдо? Первенство России. Первенство России. И в 2019 году чемпионат России. Да? Чемпионат России. Это масштаб. Это хороший подарок для дзюдоистов. Я для себя специально гордеюсь, что чемпионат России пройдет. Тем более он отборочный на Олимпиаду. Даже олимпийский. У нас кто есть представляет? То есть довольно серьезная команда есть, да? Кто может там выступать там и так далее. Но здесь надо готовить. Там понятно, что они в сборную страну ходят, но тем не менее. Что касается развития других видов спорта в республике, то они, по словам Юнусбека Евкурова, не останутся без поддержки. Другие виды нужно тоже развивать, чтобы Ингушетия продолжала достойно представлять себя как спортивный субъект. В следующем году у нас еще какой чемпионат должен был быть? Ну, по альпинизму сказал? Пока только дзюдо. Только дзюдо. А на 2020 год у нас планируется по спортивной борьбе. Как минимум Европа, как максимум Кубок мира. Ну, как бы так. Тоже надо готовиться, надо смотреть. Ну и плюс по неспортивным видам. У нас где этот армейский рукопашный бой Аптимича? Да, тоже. Да, тоже уточнить, например, провести всероссийские соревнования по неолимпийским видам спорта в республике. Армейского рукопашного боя провести. Ну, такие, уже масштабировать. Тоже по этому поводу обратить внимание. Особо глава региона подчеркнул, что в Ингушетии не только продолжают бережно хранить спортивные традиции региона, но и не боятся смелых экспериментов. По его мнению, одним из таких стал проект развития хоккея. Также в последнее время популярность в регионе набирает альпинизм. Юнусбек Евкуров дал поручение внести в проекты строящихся на территории республики школ скалодромы для привлечения к этому виду спорта детей. В каждом муниципальном образовании должны быть там хотя бы по 3 школы, где есть скалодромы, где сейчас они строятся. Мы в этом году и в следующем году сдаем порядка 20 школ в республике. 18-19 год сдаем. 20 школ, там, ну даже больше. И это раз. И второе, еще детские садики. Вот в детских садиках тоже продумайте мини-скалодромы. Площадочки продумать для этого. Понятно? Тогда у нас будет такое вот прямо с детства, там кто-то там тянет все это дело. Тоже доложите мне по этому поводу. В завершении встречи глава Ингушетии отметил, что республика за последние годы стала местом проведения крупных международных и российских спортивных мероприятий, достигла хороших результатов по развитию многих видов спорта. Но необходимо наращивать потенциал, который, по мнению главы региона, несомненно большой. Амина Бокова, Новости 24.